предложила, честно. Вот такую. Коллекция известного таджикского дизайнера Хуршеда Сатторова состоит из атласа, чакана, адраса, вышивки, гульдузи и сюзанне ручной работы. Свои коллекции он возит по всему миру, занимая на показах престижные места. 2018 год стал крайне удачным для дома моды Сатторова. Это и последняя поездка в Баку, и занесение чакана в нематериальное наследие фонда ЮНЕСКО, чем Хуршед очень гордится и считает, что в этом есть и его заслуга тоже. Это очень колоссальная работа таджикистанцев, также дизайнеров, и очень большой праздник, и немало важен для таджикского народа, и также для дизайнеров, которые занимаются именно национальной модой, которая связана с чаканом. Сам Хуршед признается, что 2018 год стал очень популярным для национального орнамента. Много заказов, особенно предновогодних, причем в основном от иностранных гостей. Все узоры вышивки самого чакана сначала прорисовываются самим модельером. Обычно получается как? Когда я что-то создаю, я его фотографирую, я его выставляю, или я его снимаю какой-то ролик и показываю в соцсетях или по телевизору. Люди, когда смотрят на это, то есть очень желают и горят желанием приобрести такую же вещь, которая была красиво сделана и красиво преподнесена. Традиционное платье таджикской невесты выглядит именно так. Это цветы, солнце, земля и луна в своем одном обличии, разными цветами, самыми яркими, которые олицетворяют природу Таджикистана. В гардеробе невесты это самое дорогое платье, потому что оно вышивается зачастую вручную несколькими рукодельницами. Однако, когда Хуршед отмечает растущий тренд на национальные костюмы и платья, многие девушки в Таджикистане относятся к теме одежды вполне придирчиво. Многие модницы столицы считают, что национальные платья и фольклорный стиль чаще всего заказывают на мероприятия, свадьбы и девичники. А уж что касается повседневной моды, то тут важно удобство. Шахноза последние 5 лет одевается у портных, знает все о моде, по сезону меняет гардероб. И сегодня она пришла забирать тренд 2018 года – платье с цветами, плотной ткани и с машинной вышивкой. В основном национальные платья очень редко европейского стиля, очень редко такие заказываю. В основном национальные, чтобы было удобно и на работу носить, и в университет, например, на учебу. Это все, особенно летом, это очень удобно. Вышивка, она в основном всегда в тренде, но в основном ее заказывают на свадьбы, на какие-нибудь пышные мероприятия. Там, чойгаштаг. В основном невестки заказывают такие платья. Летом в основном заказывают сетки. Сетки вышитые там, с перьями, с камешками, с жемчугами. Шахноза не единственная клиентка ОМГУЛь. Таких постоянных заказчиц у молодой швеи в день до 5 человек. У женщин в стране выбор небольшой, магазинов с брендовой одеждой практически нет, зато есть море ателье. ОМГУЛь с уверенностью осуществляет самые фантастические задумки своих клиенток. بسیارتر توجه به لباس اروپایی است. ما هرچند طراحان کوشش میکنیم که از نقش‌های ملی، از متاح‌های ملی استفاده کنیم، ولی جوانان ما بسیارتر از شکل و نمود لباس اروپایی استفاده میکنند. Львиная доля заказов в 2018 году, как, впрочем, и в предыдущие, выпала на копирование одежды известной певицы Шабнами Сурайо. Этот тренд, по мнению ОМГУЛь, еще долго будет актуальным. Рейтинги певицы непоколебимы. مود تاجیک در دست ما طراحان نیست. مود تاجیک تنها در دست شبنم سریا است. У таджикских модниц свое представление о моде. На мне самый тренд сезона – материал сетка. Платье, запах, которое очень модно сейчас у таджикских модниц. Его заказывают массово во всех ателье города. Такие платья по-восточному скромные, по-восточному роскошные и по-европейски модные.
В 2018 году в Таджикистане многие ходили смотреть новинки на модные показы. Уходящий год стал отправной точкой многочисленных фэшн-шоу. Молодые девушки и парни рвались в модельный бизнес. Не пугало их и неоднозначное мнение восточного менталитета. Самое крупное и запоминающееся модное мероприятие – «Лицо Центральной Азии 2018». Впервые в Душанбе прошел полуфинал, и главный приз – путевку на финал в Южную Корею получила душанбинка Валерия Мороз. С ней также отправится и Умед, который хоть и не занял призового места, но получил возможность представлять Таджикистан в одной из лидирующих стран бьюти-индустрии. Я тоже участвовала в марте 2018 год Face of Center Asia. Я прошла в топ-10, но я не смогла полететь в Корею из-за своего возраста. Мне было 16. И вот самое хорошее то, что в этом году я уже прошла, и в 2019 я уже 100% полечу в Корею. Я очень давно мечтала посетить Корею, так как это страна моей мечты. Я просто люблю Корею. Вот на финале Asia Model Festival в Корее, там участвует 126 стран мира, там, допустим, вот, включая Филиппинах, самых мощных вот этих стран. Но после того, как на данный момент, как я говорил, то, что моя цель на данный момент вот к финалу идти, но после этого я думаю, то, что после как я получу диплом, закончу университет, я, может быть, полечу жить или, не знаю, но я подумаю над этим за границу. За границей для парней. Вот больше да, шансов, и я хочу именно в Эмиратах. Удобно, чтобы здесь не потело. Тренды в Таджикистане, по мнению модельеров, также исходят из мировых домов моды. Например, Хуршед следит за мировыми тенденциями и применяет их в своих работах. Мировые большие дома моды, которые создают именно тенденцию, и задают, что, например, в этом сезоне давай мы выберем какой-нибудь цвет, который уже давно забыт. Например, в прошлом году они выбрали цвет бордовый, от бордового и все оттенки красного. И сочетание с черным, обязательно надо было с черным, с черным, с черным. В этом году, наверное, какой-нибудь еще другой цвет, допустим, фиолетовый или желтый, или какой-нибудь другой цвет выбирают. Но какой бы цвет не был в моде во всем мире, я вам скажу, что Таджикистан солнечная страна. У нас очень яркие, красивые, красочные ткани. Атлас, адрас, бекасам, алача или другое. И также наши чаканы, которые имеют все 7 цвета радуги. Расклешенные рукава, пайетки, монетки, камни, жемчуг, перья – это все таджикская мода. Дизайнеры и портные модельеры в один голос говорят, что если в таком наряде выйдет, например, звезда эстрады Шабнами Сурайо, то это будет тренд 2019 года. А уж национальные платья, чакан, цветы на нем и также вышитое бисером или золотыми нитями – это все мода таджикских невест.